Как быстро летит время. Особенно остро это ощущаешь, когда встречаешь героев своих материалов и узнаешь о переменах в их жизни. Вот 4 года назад мы рассказывали о пенсионерке, которая в 78 лет поступила в институт. И знаете, в этом году она его успешно закончила и получила диплом. Студенческая жизнь для теперь уже 82-летней Людмилы Александровны позади. А впереди громадье планов. Интересно, что ее пример оказался заразительным. Сегодня кыргызские пенсионеры поступают даже в медицинские вузы и успешно справляются с учебной программой. Ну что тут скажешь? Остается только позавидовать жизнелюбию героев нашего следующего сюжета. Здравствуйте, Аидочка, Чинарочка. Вот пришла за дипломом. Заходите. Людмила Александровна сегодня надела все самое нарядное. У нее важный день – официальное окончание института. Позади 4 года студенческой жизни. Теперь она дипломированный специалист. Ну, второй высший давайте на красный. Да что вы? Без торжественных пожеланий и громких оваций. Скромненько, не торжественно, ну ничего. А она так готовилась. Заучивала даже слова, напутствия и представляла, как расскажет всем о нелегком студенческом пути. От поступления и до окончания. Конечно, уже чувствую полноценным студентом. Это день после посвящения в студенты. Людмила Александровна очень гордилась своим новым статусом. Студенческий билет показывала даже в общественном транспорте вместо пенсионного. А сомневающимся предъявляла еще и зачетку. И добавляла. А я перед Богом хочу с дипломом университета попасть. Предстоит учиться мне в университете. До чего тоскую я, не сказать. Я могу привести много очень примеров. Люди на закате, как говорится, находились и женились. Правда, сам Адалят Мусаев жениться пока не собирается. Ведь он учится всего лишь на 1-м курсе. Все его мысли сейчас только о предстоящих экзаменах. Учись, только учись. Пожалуйста, все есть. Здесь даже старуха 70-летняя, если будет вот это смотреть, в день, скажем, одну вот систему, скажем, прочитает, да она прекрасным медиком будет. Желание самое главное. В медицине Адалят ага совсем не новичок. За его плечами 40 лет работы в разных больницах Андижана. Бывший фельдшер только на склоне лет осознал. Именно в этом его призвание. У меня такой возраст, что сейчас карьеру какую-то делать уже поздно. А вот проучиться то, что ты проработал, как-то подытожить в жизни и прочее. И к тому же не мешает, если ты будешь и учиться, и работать. Человек старой советской закалки никогда не опаздывает и не пропускает занятия. Каждый предмет учит досконально. Так что на уроках волноваться приходится больше преподавателям. Лектор говорит, а вот этот человек не даст мне соврать. Как бы страхуется, как бы, понимаешь? Вот. Я говорю, да, а еще добавляйте это и то там. Здорово, дед. Как твое здоровье? Ничего, спасибо. В этом общежитии его все называют пахан или дед. Первокурсник учит сокурсников, как правильно жить, а самое главное, как правильно лечить. 120/80, пионерское у тебя давление. Недавно этой же компанией отметили его 61-й день рождения. По-студенчески скромно, но душевно. Танцевали? Нет. Не, ну, в нашем Втроем возрасте сидели, вспоминали всякое там. готовили пищу, картошку, макарон. Деда тут приводят все в пример. Его любят, уважают, но такое рвение к знаниям не все понимают. Нет, в таком возрасте я, наверное, не смог бы учиться. Я и сейчас-то еле учусь. Но больше всего Адалят ага боится непонимания родных своих детей. Они давно живут за границей и до сих пор не знают о студенческой жизни отца. Я знаю, что они возьмут палец около виска, покрутят, скажут, что он ненормальный, что ли. В таком возрасте это. Адалят решил вначале доказать, что он еще может, а рассказать он всегда успеет. А пока готовит себе быструю пищу и снова садится за учебники. Чем ее потом чистить, ее жарить,
Лучше ее отварить. А в планах у него по окончанию работать в реанимации. И путь к мечте длиной в 6 лет его совсем не пугает. У Людмилы Александровны все эти волнения, предэкзаменационный мандраж уже позади. Новоиспеченный специалист, как и все выпускники, теперь ищет работу. В своей школе, где проработала много лет, попадает под сокращение. Но пенсионерка не унывает. Чуть-чуть отдохнет и снова в бой. Я такой человек упертый, что пока я сама не испытаю чего-либо, что я задумала, я не успокою. А задумала Людмила Александровна ни много ни мало работать в Министерстве образования. Ее, как и Адалята Садыковича, трудности только подстегивают. Уж она-то умеет добиваться поставленных целей.